Эта дата наполнена сакральным смыслом для каждого из нас, для потомков партизан, отстоявших независимость страны. Наша память вечна. Белорусы помнят героев предков, тех, кто отстоял независимость и подарил нам мир. 3 июля – День независимости Республики Беларусь. Поистине сакральный праздник для каждого белоруса. Этот день символизирует героизм и стойкость поколения победителей, которое избавило мир от коричневой чумы фашизма, подарило нам возможность жить спокойной жизнью под мирным небом. И когда оппоненты нам пытаются подсовывать какие-то другие там даты, 25 марта, 27 июля, они в принципе не выдерживают конкуренцию с вот этим нашим государственным праздником. Свою независимость белорусы в составе великого советского народа отстояли во время экспансии Третьего рейха на восток. Возможность принимать самостоятельные решения досталась нашим родным и близким слишком большой ценой. 1944 год – это было освобождение части советской территории Белорусской Советской Социалистической Республики от немецко-фашистской оккупации. Событие, безусловно, очень важное, нужное, но какое отношение это имело к независимости, даже потому, что Белоруссия не являлась субъектом международного права. Это была союзная республика в масштабе СССР, не демократического тоталитарного государства. Так в результате освобождения от нацистов демократия в Беларуси не пришла, и независимость страны не появилась. После развала Советского Союза Беларусь оформилась как самостоятельный субъект международных отношений. 27 июля Верховный Совет принял декларацию о государственном суверенитете БССР. Именно эта дата в дальнейшем на протяжении нескольких лет отмечалась как День независимости. Однако стоит отметить, что развал Советского Союза воспринимается у белорусского общества как трагические события. Именно поэтому в дальнейшем наше общество с таким энтузиазмом поддержало процесс создания союзного государства с Россией. При этом спустя несколько лет было принято решение определить дату празднования Дня независимости с помощью традиционной в Беларуси формы народовластия. Память о трагических событиях Великой Отечественной войны, о подвигах нашего народа при освобождении родной земли от оккупантов хранит каждая белорусская семья. Именно поэтому на общенародном референдуме в 1996 году было принято решение праздновать День независимости Беларуси 3 июля. Дарослые, напэўна, яшчэ памятаюць рэферэндум 1996 года, калі Лукашенко прыняў менавіта гэтую дату 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад акупацыі гітлераўскай Нямецчынай. Гэтак Беларусь сталася адзінаю постсавецкую дзяржавою, якая не асацыюе Дня незалежнасці з адлучэннем ад СССР або ад расійскай імперыі. Эта дата наполнена глубоким смысловым содержанием. Это не новодел, как порой бывает у молодых государств, не высосанный из пальца какой-то мифологизированный праздник. Это действительно боевая дата, связанная с тем, что 3 июля 1944 года, это общеизвестно, войска многонациональной Красной армии освободили столицу Советской Беларуси, город Минск, которому впоследствии было присвоено звание Героя. Советская армия не збиралась робить Беларусь незалежной. Беларусь стала незалежнай толькі ў 91 годзе, калі якраз Савецкі Саюз, войскі якого увайшлі ў Мінск 3 ліпеня 44 года, калі ён перестал існаваць. Какая еще страна постсоветского пространства празднует День независимости в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков? Все празднуют, когда развалился СССР, в Верховном Совете собрались депутаты и приняли какую-то декларацию. В то время как миллионы в стране голодали, миллионы были против распада СССР, миллионы прятались от преступников, от бандитов, от банд. Мы видели, что творилось. Мы же выбрали дату святую для каждого белоруса. Когда мы говорим, почему же 3 июля, мне как историку всегда непонятно. Брест был освобожден 28 июля. Вообще территория Беларуси в ходе операции «Багратион» была освобождена фактически в первых числах августа. Активные боевые действия закончились. А отмечается 3 июля, день освобождения Беларуси. В июне 1974 был подписан указ о присвоении городу Минску звания Героя. Мы по документам видим, это был всенародный праздник. Люди радовались, это было признание заслуг всего народа. И вот 3 июля, День города, как он назывался, стало прочно ассоциироваться с Днем Республики. И именно поэтому в 1996 году тоже случай особый. Мы свой праздник утвердили на референдуме. В 1996-м Александр Лукашенко инициировал референдум. В результате праздник перенесли на 3 июля. Референдум – это добро. У народа треба пытаться. Але треба пытаться по надзённых, по самых головных проблемах. То, что зараз робит президент Лукашенко, это нагадывает политиканство.
Трэба займацца эканомікай, а не абмяркоўваць, калі якое свята святкаваць. ОБСЕ и страны Евросоюза объявили незаконными результаты того референдума из-за серьезных процедурных нарушений. Мало провозгласить независимость. Она должна сочетаться с суверенитетом. Это не просто декларация, это право и возможность защищать свои национальные интересы, права и свободы своих граждан на собственной территории. Если мы посмотрим на страны, ну, далеко не везде это так. А Беларусь, конечно, этой привилегией, этим статусом обладает. И праздники государственные – это воплощенная идеология, это точки сбора нации, это не просто дополнительный календарный день, это тот момент, когда мы вспоминаем свою историю и обращаемся с вопросом к себе. А мы достойны вот того подвига наших предков. И 3 июля очень ярко воплощает эту идею. Сама стылістыка гэтага святкавання шмат у чым савецкая і прарасійская таксама, бо у тым самым парадзе удзельнічаюць расійскія войскі, едуць гэтыя іскандеры, якімі Москва пагражае Еўропе. Гэта мінус і для іміджа афіцыйнага Мінска. Ну а самае галоўнае, што пасля таго, як Лукашенко зладзіў рэферэндум і перанёс свята, узнік раскол такі каштоўнасны, ідэйны ў беларускім грамадстве. Беларусь готовится отмечать один из главных государственных праздников – День независимости. Для нас это прежде всего символ единства и сохранения исторического кода нации. Потому и нет никакой другой даты в истории, которая бы настолько заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы. Калі гаворыцца пра паліткарэктнасць, пра дзяржаўныя святы, заўсёды недзе прысутнічае як фатум, так званы фактор, як бы сказаць, знешняга ўплыву. І калі нашаму кіраўніку дзяржавы прыйшло ў голову 3 ліпеня аб'явіць дзяржаўным галоўным святам, тут быў фатум, усходні сусед, савецкасць, расейскасць. Вось што было галоўным чыннікам. Ён гэта не дэкларуецца, але гэта зразумела, каб паказаць, што я за агульную савецкасць, я за першынство России як нейкага, так сказать, галоўнага рухавіка гэтага рэгіянальнага развіцця. Независимость. Мы сами определяем не только собственную судьбу, но и будущее страны. И это право белорусам досталось не просто так. Оно было завоевано нашими дедами в страшной войне, самом кровавом конфликте за всю историю нашей цивилизации. Поэтому и День независимости мы отмечаем именно в день освобождения столицы от фашистов. Як і расійскі рэжым, дарэчы, яны звяртаюцца да гісторыі, бяруць вось нейкія слаўныя, так бы мовіць, як яны кажуць, старонкі, хоць насамрэч гэта трагічныя старонкі, вельмі неадназначныя. І вось гэты плён, гэты здабытак вялікай перамогі, зноў жа гэта іх рыторыка, яны выкарыстоўваюць дзеля таго, каб, ну, грубо кажучы, прыстаканіцца да гэтай перамогі, паказаць сябе наўпроставымі нашчадкамі.